Эти фотографии — это лишь небольшая часть, результат работы моей в Крыму. Я российский журналист и, вообще-то, без проблем могу работать на полуострове, без особых проблем. Больше журналистов там чаще всего не появляется. Это эпизодические работы международных корреспондентов, которые приезжают туда. Украинским коллегам работать там практически невозможно. Что там происходит сейчас, вы можете наблюдать отчасти и на этих фотографиях. Я не фотограф, и они не несут в себе высокой художественной ценности, я это прекрасно понимаю. Их ценность в том, в какое время они были сняты и кто на них изображен. В Крыму сейчас несколько десятков, уже, наверное, под полсотни задержанных, арестованных, тех, кого судят по разным совершенно делам. Чаще всего это крымские татары, но и проукраинские активисты, и люди, которые вообще не имеют отношения к активной политической позиции, так называемые диверсанты. Нельзя сказать, что это репрессии носят тотальный характер. Это не 1937 год, конечно, но никто не может чувствовать себя в безопасности, особенно среди крымских татар. Когда ты работаешь там, это постоянно непрекращающийся просто поток людских судеб, родителей, у которых похищены дети. С 2014 года пропали, то есть насильственные исчезновения зафиксированы в больше 200 человек. Я журналист, я не призываю к каким-то акциям, я не призываю к какой-то реакции на то, что происходит в Крыму. Я только доношу информацию о том, что там на самом деле происходит.